Сегодня у нас праздник песни. Сегодня у нас отчетный концерт двух вокальных коллективов нашего дворца. Это детский ансамбль «Карусель», руководитель Архипова Ирина Александровна, и детский театр песни «Лилиум», руководитель Ягодина Виктория Сергеевна. Спасибо. А также мы с вами увидим сегодня выступление камерного ансамбля, который является на нашем концерте приглашенным гостем. Ну а теперь несколько слов о представленных сегодня коллективах. Театр песни «Лилиум». Несмотря на то, что коллектив образовался совсем недавно, уже сегодня они могут подвести итоги и отметить достижения. С первых дней существования коллектива юные артисты активно принимали участие во всех мероприятиях Дворца культуры и уже успели полюбиться публике. Это мероприятие, посвященное 23 февраля, это концерт 8 марта, грандиозное юбилейное мероприятие, концерт на площади ко Дню Победы, а также ансамбль с успехом выступил на конкурсе «Апрелевская звезда», где был отмечен жюри, награжден дипломом за яркий дебют. Помимо ансамблевой работы в коллективе ведется и подготовка солистов. Многие из них стали финалистами конкурса «Апрелевская звезда». А Коренова Дарья с песней Александра Ермолова «Тигренок» покорила сердца не только зрителей, но и компетентных жюри и заслужила первое место. Я буду продолжать, мне просто надо было отдать микрофон, перевернуть страничку. Стоит отметить, что и младшая группа театра песни «Лилиум» очень выросла и окрепла, и сегодня они уже самостоятельно выйдут на сцену и покажут свои достижения. Театр песни «Лилиум» – это комплексный проект, направленный на развитие таланта детей в полной мере. Помимо вокала, старшая группа начала заниматься сольфеджио, и мы надеемся, что в скором времени мы сможем перейти к более сложному многоголосному пению и принимать участие не только в районных, но и в московских международных конкурсах. Уже в этом году коллективу помогали преподаватели различных творческих направлений. Это хореографы Ольга Николаевна Масловой, режиссер Анжелика Рамазанова, концертмейстер и педагог сольфеджио Ирина Архипова и многие другие. Надеемся, что через год мы снова встретимся с вами на этой сцене, и вы сможете увидеть и оценить творческий рост и профессионализм театра песни «Лилиум». Следующий мой выход я расскажу про коллектив под названием «Карусель». А сейчас нам пора начинать нашу программу. Открывает концерт камерный ансамбль, который образовался в марте этого года и уже готов порадовать вас своим выступлением. В исполнении ансамбля прозвучат две песни: Александра Пахмутова «Беловежская пуща» и неаполитанская народная песня «Санта-Лючия».
высоких берез свое сердце согрев, унесу я с собой в утешение живущий мой заветный напев, чудотворный напев. Беловежская пуща, Беловежская пуща, мой заветный напев, чудотворный напев. Беловежская пуща, Беловежская пуща.
Алло, алло. О, простите. Благодарю за терпение, Маша. Как обещала, несколько слов о коллективе «Карусель». Детский ансамбль «Карусель» образовался в сентябре 2012 года. Несмотря на небольшое количество времени, дети научились слушать музыку, понимать ее характер, чувствовать ритм. С удовольствием поют на занятиях и смело выступают на концертах в нашем дворце. Юные дарования учатся петь и народные песни, и академические, и эстрадные. На каждый праздник они хотят петь новые и новые песни. Ансамбль «Карусель» принял участие в отборочном туре открытого городского конкурса «Апрелевская звезда» и прошел финал. Итак, я приглашаю на сцену детский вокальный ансамбль «Карусель». Они споют песню «Мамина улыбка».
Ермолов, «Тигренок». Исполняет солистка театра песни «Лилиум», победительница конкурса «Апрелевская звезда» Дарья Гуринова. Жерар, «Мама, первое слово». Исполняет детский театр песни «Лилиум» и Светлана Федорова.
надежный друг будет с вами рядом всегда. «Бравые солдаты». На сцене детский ансамбль «Карусель». Ермолов, Россия. Поет солистка театра песни «Лилию» Анита Цейцер. Белезною ромашка, ой, жизнь отсюда сила.
петь. Конечно, каждый из нас имеет такой музыкальный инструмент, как человеческий голос. Но не каждый умеет им так владеть, чтобы ласкать наш слух. Пение — это творческое проявление натуры человека, которое представляет собой выражение чувств, эмоций, страстей. Это работа мысли и воображения. Пение известно еще с античных времен, когда Гомер, Софокл и другие известные талантливые личности сочиняли произведения и исполняли их на струнных инструментах. Считается, что профессиональное пение возникло, как вы думаете, где? Ну, какие будут предложения? Хорошо. В Китае. Кто сказал? Вы отгадали. Молодец. Такой просвещенный человек у нас присутствует на концерте. Правильно, профессиональное пение возникло в Китае. Вокальное искусство в Европе развивалось в форме народного пения. Представителями являются барды, трубадуры, скоморохи, гусляры. Умение петь – это навык, приобретенный со временем. Для этого нужно долго и упорно трудиться. Вокальное пение – наиболее распространенное искусство для всех времен и народов, которое влияет на эстетическое формирование личности, развивая творческие навыки и качества. Сложено много пословиц и поговорок о пении, о песне. Вот послушайте. Песни петь надо уметь. Из песни слова не выкинешь. Каждая птица свою песню поет. Беседа дорогу коротает, а песня — работу. Без песен на войне труднее вдвойне. Где песня поется, там счастливо живется. Какая душа, такая песня. Начал песню, ой, во весь голос. А вот еще интересная пословица. Соловья за песни кормят. Так что воспитанники вокальной студии без куска хлеба не останутся. Кто знает, может, у кого из них это увлечение станет профессией, может, кто-то станет из них яркой звездой, и мы с вами будем гордиться, что когда-то 30 мая 2013 года мы были свидетелями их первых творческих шагов. Ну что, мы продолжаем наслаждаться вокальным искусством. Тухманов. «Аист на крыше». На сцене театр песни «Лилиум». Солистка Валентина Карцева.